90 поправок внесли депутаты законодательных собраний регионов Дальнего Востока и федеральные парламентарии перед повторным рассмотрением документа. Финальный вариант закона о дальневосточном гектаре принят с учетом половины из них. Не будут предоставляться земельные участки в пределах охотничьих угодий, которые подлежат охотхозяйственному соглашению. Это раз. Во-вторых, в федеральной информационной системе будет отражена зона или территория охотничьих угодий общего пользования. А вот земли лесного фонда защитить не удалось. Хотя в первом чтении таежная зона не рассматривалась вообще. Получателям таких участков будет разрешена заготовка древесины и ее продажа, при условии, что гражданин выберет заготовку в качестве вида деятельности. Запрещена сплошная вырубка лесных участков. Более того, собственность он его может получить не через 5 лет, а лишь через 15. И то в случае, если он выполняет все наше лесное законодательство. В Якутии первыми, кто получит бесплатный гектар земли, станут нерюнгринцы. Такое решение было принято в начале апреля. Как сообщает администрация района, у них минимальное количество участков, не стоящих на кадастровом учете, и невелика доля свободных земель. Но мы все равно обеспокоены этим, потому что, например, если у нас у 20 общин земли оформлены, то для оленеводов МУП «Золотинка» земель оформленных как таковых нет. Поэтому сейчас как раз мы занимаемся вопросом тем, что хотим оформить, успеть еще и земли для своего хозяйства. Под действие закона о гектаре не попадает около 70% территории Якутии. Львиная доля – это земли традиционного природопользования. Свободные участки – оставшиеся белые пятна. В Министерстве по развитию Дальнего Востока считают, выдача бесплатных земель может увеличить численность населения макрорегионов в 6 раз. По данным того же ведомства, участками в основном интересуются молодые люди от 18 до 34 лет. Так это или нет, можно будет узнать в феврале следующего года, когда закон заработает в масштабах страны. Аида Винокурова, Денис Попов, Вести.